Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Голубой песок спешит вам рассказать о вашем будущем. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпке. Посмотрите на песочек, загадайте на свое будущее, на свои планы, на свои мечты, на свои ожидания. Настройтесь на мое гадание. Я думаю, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что голубой песок спешит рассказать вам о вашем будущем. Что? Угу. Так, ну что, вышли крылья бабочки. Знаете, для тех, кто сейчас в не очень хорошем состоянии, кто болеет, кто переживает достаточно кризисный период своей жизни, у кого проблемы со здоровьем лично у вас, либо у ваших близких, не дай бог, в семье, за дорогих людей вы можете переживать. То есть кто-то сейчас находится в не самой лучшей форме. Здесь и могут быть как хронические обострения, так и приобретенные какие-то нехорошие болячки. И человек просто может быть в стрессовой ситуации от того, что болит, но результата по факту пока нет. И не понимает человек, что болит, от чего болит и что будет дальше. Я скажу вам такую вещь, что ваша ситуация, она под контролем у высших сил. Это судьба. Это судьба в чистом виде. То есть вам эту ситуацию нужно было пережить, перетерпеть, либо увидеть. Понимаете, вот если это ваше, то нужно ее перетерпеть. Если кого-то из вашего окружения, то это нужно было увидеть. Это идет урок. Урок достаточно может быть жесткий, потому что я вижу, что вы прям беспокоитесь за эту тему очень сильно. И урок достаточно весомый. Вас, как говорят, помилуют, да? Вот, либо человека, на которого вы думаете. Все пройдет, все исчезнет. Но вы должны вынести урок, что к своему здоровью нужно относиться бережно. И что здоровье, его нельзя ощутить, его нельзя потрогать, его нельзя увидеть. Но это здоровье, оно одно на всю жизнь. Если вы им пренебрегаете, если вы его не цените, то его могут забрать. Если человек, вот смотрите, вот человек, да, молодой человек, среднего возраста, зрелый человек, неважно, да, пока у вас ничего не болит, вы горды, вы веселы, вы, вот, я не знаю, там, можете и работать, и ходить, и что угодно делать, да. Как только начинаются проблемы со здоровьем, когда у вас там болит, ноет и прочее, вы понимаете, что нет той радости, да, нет того счастья, что свободы нет. Я не могу идти куда хочу, я не могу заняться тем, чем хочется, да, что душа моя просит. Вы, мои милые, немножечко, как-то некорректно к себе относились, либо относитесь. Вам это идет либо в ваш урок, да, либо чтобы вы посмотрели на пример другого человека. Это очень большие крылья, и поэтому я заостряю на этом внимание. Это очень важно для вас знать, понимать. Все будет хорошо. Вот послушайте меня, все будет хорошо. Но этот урок вы должны усвоить, прям усвоить полностью и адаптировать под себя и понимать, что один раз вас пронесло, а второй раз уже неизвестно, что будет. Любите себя, заботьтесь о своем здоровье, цените то, что вам было подарено. Ведь наше здоровье – это большой дар. Знаете, сколько много людей рождается со всякими отклонениями, да, вот по здоровью. И они вынуждены все равно как-то адаптироваться, выживать. А вы, человек абсолютно здоровый, например, там пинаете на судьбу за то, что у вас там, например, там денег нет, да, либо там не любят вас, да, либо там, оставил вас там человек, плохо с вами поступил. Вы понимаете, что вы уже счастливый человек, потому что вам дано здоровье. Здоровье крепкое, здоровье стабильное, и у вас нет никакой инвалидности либо ущербности, коими страдают очень много людей в мире. Просто мы их не видим, мы не замечаем всех тем, кто, скажем так, лишен радости быть здоровым человеком. Подумайте об этом серьезно и понимайте, чем быстрее вы осознаете этот урок, тем быстрее пойдет ремиссия, тем быстрее пойдет выздоровление. Поблагодарите Создателя, поблагодарите высшие силы, поблагодарите Землю-матушку, поблагодарите
вашего ангела-хранителя за то, что вы живете, за то, что вы дышите, за то, что у вас есть это здоровье, да, и покайтесь в том, что вы относились к себе, к своему здоровью, ну, скажем так, легко, да, формально, что не ценили этот великий дар. И знаете, вот прям моментально пойдет улучшение. Вы прям сразу же это почувствуете. Сразу же. Когда от сердца покаетесь, когда от сердца попросите, сразу же получите. Если речь идет не о вас, а о близком вам человеке, то же самое. Вы должны за себя подумать, за себя принять, и вы увидите, что тому человеку станет легче. Вы просто немножечко упрямый человек. Вот кто-то более сговорчивый, да, и у этого человека могут быть проблемы со здоровьем, а кто-то очень упрямый, кто-то прям такой маргинальный, уж простите, но так идет. И вы на свое здоровье уже давным-давно, извините, изобилие положили, да, вам это вообще не важно. Но когда плохо себя чувствуют ваши близкие, вы очень глубоко это чувствуете и принимаете. И поэтому через другого человека воздействует на вас. Голубой песок говорит очень прямо и четко. Мои дорогие, поблагодарите, попросите, опомнитесь, любите себя, цените себя, свое здоровье. Сразу все пройдет, ремиссия будет. Но, еще раз говорю, в этом случае, вот в случае сегодняшнего дня, все пройдет удачно, все будет хорошо. Но если вы не вынесете никакого урока, извините, может быть и продолжение, задумайтесь об этом. Да, предсказания так себе. Но я, вот кто смотрит мои гадания, я всегда говорю то, что вижу. Я не буду ради хайпа, либо ради там лишних просмотров, там, как многие, говорить под всех, да, подстраиваться и говорить там хорошую, приятную информацию. Если я вижу негатив, я всегда его говорю. Следующий момент. Это момент того, что вам необходимо совершить какую-то поездку. У вас есть какое-то дело, которое уже просто пищит, просится на исполнение. Дело, кстати, связанное, может быть, с какими-то государственными организациями, муниципальными организациями, может быть, также банки, какие-то вот прям, знаете, больницы, вузы, школы. То есть куда-то вам нужно идти и с кем-то договариваться, с кем-то какие-то вопросы решать. А вы понимаете, что это тягомотина и вам не хочется. Песок вам говорит, что нужно подготовиться к этому походу, все разузнать, поговорить, пообщаться, может быть, какие-то форумы полистать. Вы должны быть готовы. И когда вы пойдете, вас уже будут там ждать. И все решится и уладится буквально за считанные минуты. Вы больше боитесь, чем это время займет. Вы больше вот себя настраиваете на негатив, чем по факту с вами произойдет эта ситуация. Да? Все решится быстро, все решится просто. Вы просто будете шокированы, да, что вот я так долго откладывала этот момент, либо откладывала, а все оказывается намного проще, чем я там думала и ожидала. Еще момент какой-то неожиданной встречи. Встреча неожиданная, но с человеком знакомым. Человек из вашего прошлого, либо человек, которого вы знаете, но как-то между вами было то ли расстояние, то ли вы не общались, то ли какие-то барьеры между вами были. Вот этот человек, он в вашей жизни объявится, появится, проявится, столкнетесь вы с ним, вот прям как-то либо по делу столкнетесь, да, либо там от бывшего документ понадобится, да, придется там встречаться, брать его там подпись, да, либо разрешение, либо еще что-то. Либо, например, какая-то подруга, которая там вышла замуж, уехала, вы там несколько лет не виделись, и вот неожиданно вы в магазине встретились, столкнулись. Я хочу вас предупредить, чтобы вы были аккуратны с этим человеком из прошлого. Этот человек очень сильно поменялся, кардинально поменялся. И у этого человека какая-то злоба на людей, что ли, пошла, да, что вот этот человек думает, что ох, мне не повезло в жизни, у меня там катаклизмы, проблемы, неприятности, а вот человек там живет и жизни радуется, да, у него все хорошо. Старайтесь поменьше рассказывать о себе, старайтесь поменьше говорить о том, что происходит в вашей жизни, ограничьтесь общими фразами, да, как у всех, все хорошо, нормально, терпимо и прочее, прочее. Ни в коем случае не выкладывайте все как есть, не раскрывайте перед этим человеком душу. Человек будет расспрашивать, человек будет прям так пытаться выковырять, да, информацию. Постарайтесь вежливо распрощаться с этим человеком. Не нужно вести в свой дом, ни в коем случае не ведите в свой дом, ни в коем случае не угощайте, ничего не давайте, со своих рук ничего не давайте. Этот человек, еще раз говорю, он в очень плохой энергетике. Человек может быть подселенцем даже, да, и этот подселенец может ухватиться за вашу энергетику, потом благодаря вещи, переданной из рук в руки, да, потом еще и у вас может дорожку найти, впрыгнуть. Поэтому вот прям вы увидите у этого человека вот прям какой-то
вот от общения оскомина останется. И глаза какие-то будут холодные, пустые, чужие глаза. Вот еще подумайте, как у человека могут быть такие холодные, пустые глаза, как будто бы в них вообще жизни нет. Какой-то прям лед внутри находится. Будьте аккуратны с этим человеком. Дальше идем. Здесь 2 человека, и у них один мир на двоих, да, одна огромная вселенная. Ну, что я хочу сказать. Если спорили, ругались, будете мириться. И если расходились, будете обратно сходиться, жениться. И если вы считаете, что все, я там одинокий человек навсегда, один, нет, у вас есть пара, и эта пара ну, совсем где-то уже с вами недалеко, да, на расстоянии, может быть, вытянутые руки ходят. Присмотритесь к вашему окружению, либо присмотритесь к вашим, не знаю, социальным сетям, где вот есть другие люди, которые к вам, вот постоянно к вам человек проявляется с какой-то добротой, проявляется, может быть, с какими-то просьбами, вопросами, не нахально, не нагло, но вы что-то списываете на дружбу, да, на самом деле человек желает отношений. Человек хотел бы признаться, и человек признается. Видите, в руках такую рыбу держит, дельфина даже держит, но это признание будет как-то неожиданно, в какой-то неожиданный момент. Вот как будто бы человек все время ходит, собирается, да, все время думает об этом, все время что-то там себе планирует. Но ситуация почему-то постоянно переворачивается и не получается признаться, не получается дать эту информацию. И будет какой-то момент, когда вы особенно будете в каких-то раздрае, да, в расстроенных чувствах, и человек скажет: все, либо сейчас, либо никогда. И вы будете вот прям настроены на какой-то негатив, вы будете в своих каких-то мыслях дурственных. И человек вам вдруг раз такой: а я тебя люблю, а выходи за меня замуж, а давай жить вместе, а давай ребеночка заведем, а давай там куда-нибудь вместе там поедем. И вы будете просто в шоке. Сразу, знаете, вот улучшение в настроении, сразу повышение эндорфинов, вот, да. Вы этого человека просто, не знаю, расцелуете на месте за то, что он вас вытащил из этой тоски, хандры, за то, что поднял вам настроение, за то, что вдохнул в вас надежду на то, что все будет хорошо в жизни. Вы знаете, здесь, на мой взгляд, зарождение либо семьи будет, вот действительно человек сделает вам предложение руки и сердца, либо зарождение новых отношений, таких достаточно стабильных, прочных, которые будут вести к стабильной семье, либо ну вот прям семья ваша, да, выходит на какой-то уровень, новый космический уровень любви и счастья в отношениях с друг другом. Также, кстати, у многих может быть ситуация того, что вы примете какое-то решение по поводу человека, да, принимать, не принимать, беременеть, не беременеть, выходить замуж, не выходить замуж, да, то есть какое-то решение будет женщиной. Вот женщина принимает решение, и женщина управляет всей этой ситуацией, вашим сердцем, вашей вселенной, вашей любовью. Знаете, женщина, кстати, себе цену поймет. Вот наконец-таки поймет, насколько она важная, насколько она ценная и насколько она востребована. Здесь причем востребованность пойдет не только в любви, да, не только вот этот мужчина у нас с дельфином, но и в работе, дела, какие-то новые грани, новые возможности, талант, способности, все это будет проявляться. У женщины не будет отбоя от поклонников, грубо говоря, и от поклонников ее таланта, ее способностей. То есть на работе ждите, будут за вами ходить восхищенные толпы и говорить: ох, научи, ох, покажи, как ты это делаешь, ты наше все, ты наша звездочка и прочее. Ну и мужчины, конечно, тоже будут вас добиваться. Знаете, тут может даже ситуация отыграться того, что было пусто, а вдруг станет очень густо. И вы еще будете в позиции человека, который выбирает, перебирает. Но не ошибитесь, потому что по-настоящему вас любит вот этот, который неожиданно раскроется, неожиданно признается в своих чувствах. Либо если вы в паре, в браке, то ваш муж действительно вас любит. Да, возможно, не всегда есть возможность об этом сказать, не всегда умеет себя проявить, но то, что он вас любит, это точно. Вот так вот, мои дорогие. Очень хорошее предсказание, доброе в конце, но достаточно жесткое в начале. Не судите меня строго, я говорю то, что я вижу. Я пытаюсь для вас донести самую важную, самую полезную информацию. Не зря я об этом всегда прошу в начале моего гадания. Примите это как должное и постарайтесь немножечко себя в этом плане проработать. Пусть у вас все будет хорошо, пусть все беды, неприятности отступят, и только самое лучшее, самое хорошее, самое доброе идет в вашу жизнь. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.